Очередная рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в Ишимбайский район. Расположен он на юге региона, в 160 километрах от Уфы. Основан в 1932 году после запуска нефтепромысла, первого в Поволжье и на Урале. Едем на объект Юрматы-2. Это наиболее развитый микрорайон Ишимбая. Машины гоняют, дети по дороге ходят. То есть родители водят детей, чтобы, не дай бог, машина не сбила. Мы уже просим, вы хотя бы просто разровняйте вот посередине, чтобы гравий хоть насыпьте, чтобы дети не по дороге ходили. Все вызывали. 19 школа. 19 школа. Сами мы покупали эти КАМАЗы, этого гравия и сами поднимали дорогу. За свой счет. Зимой, весной вообще не проехать. Вот вы построили? Мы там живем уже. Вы уже? Да. Все равно там рядом соседи строятся. Отсыпайте им дороги, ладно? Просто гравий берите, отсыпайте, щебенку отсыпайте пока. Строить дороги будем только тогда, потом специально будем смотреть, когда вы построитесь более-менее. Сами конечно сейчас, ладно? А вода-то есть у вас или что у вас здесь? По эту часть поселка нету воды. Нету, да? По газу здесь на следующий год газовики обещают. Обещают, да? Обещают. Вот эту дорогу пробьем, чтобы дети ходили. По газу сметы есть. Деньги дадим через фонд, так? В ноябре я к вам еще мимо проеду, посмотрю тогда. Давайте газ запускайте По сюда. газу они обещают за счет Я понимаю, тем не менее, инвестсоставляющей. вот чтобы было, поймите, чтобы здесь раз есть газ, и пусть будет. А где работаете? Вот вы говорите, ездите, куда ездите-то? Я в Красноярск. А что там? Ну, здесь нет да у нас в основном много, и все туда уезжают. Но нефтяники закрылись, а специалисты... Ну понятно, нефтяники еще 100 лет назад закрылись. А вахта? У вас месяц так, месяц так. Да. Плохо это. Ну, что как-то надо туда только... Семьи потом нарушаются, потом вот. Ну, как семьи? Ну, они и кто здесь работает, как бы разрушится, это от людей уже зависит. От семьи. Только промышленных предприятий, вот так, если посчитать, 1003 рабочих мест. Промышленных только. Если Витязь взять, Инман взять, катализатор взять, я думаю, больше 3000. Спасибо. Давайте. Всего хорошего вам. Спасибо, что приехали к нам. Можно вопрос? Почему на местах не решают до вашего приезда? Почему ждут, пока вы приедете? Да и решает, много очень сделано. Вот же они тоже признают. Но все равно... Но для того существует всегда вертикаль власти, что высший руководитель он должен... Вот наш же тоже президент России приглашает и говорит, вот вы тут не доработали, там не доработали. Ну, это как бы теория управления, есть над чем работать. Ну, люди-то видят, все равно в целом позитивно все. Следующий объект – микрорайон Кузьминовка. Проблемы здесь такие же, как и в Юрматы-2. Нужно строить дороги, проводить газ и воду. Участков много – 628. Здравствуйте. Здравствуйте, Ради Борисович. Как живете? Здравствуйте. Здравствуйте. Местные. Мы коренные жители. Нужны дороги, нужна мелиорация. Весной здесь текут реки, затапливает улицы, бывает подмывает фундаменты. Нужен газ, нужна вода. Такая ситуация даже бывает, что качаешь воду на поливку, да, сосед звонит, я говорит, в душе не могу мыло сполоснуть. Да, вот такая ситуация. А проект есть по водопроведению? По воде. По воде есть. А сколько нужно? Здесь 65 миллионов в ценах 2015 года, там по Юрматам где-то 15 миллионов. Но здесь уже подводящие сети, которые включают и те микрорайоны. Воду доведем, газ доведем. Дорогу он пусть сам отсыпает. Все, ладно? А так спокойнику посмотрим. Вам спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Рад был познакомиться. Да. А осенью, я говорю, в октябре-ноябре я проеду вот так вот, ладно? Приезжайте по части. Спасибо. Удачи в работе. Фрич, встреча на участках, которыми владеют льготные категории, это характерная проблема для всей Это очень большая. Кстати, в Ишимбае здесь получше. Участки дают, не дают, нету коммуникации. Газ, денег вода, на это? Денег нет. Я вам могу сказать, мы примерно прикидывали, сколько нужно для всей республики. Это нужно более 10 миллиардов, понимаете? Но мы будем, это надо просто по частям делать. Вот это вот точно требует. Вот сюда почему мы дадим денег? Потому что, видите, дома уже стоят, люди уже живут. Поэтому надо срочно делать. Акционерное общество «Инман». Так называется предприятие, куда дальше в рабочей поездке по Ишимбайскому району отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров.
Компания большая. Фактически, это крупнейший российский производитель краноманипуляторных установок. Мы делаем вот манипуляторы, их монтируют другие, или сами вот монтируем, как показано. А на там. экспорт отправляете это, Только стрелы пока. Только стрелы. Да. Радик Фаридович, успешное предприятие? Очень успешное предприятие, современное предприятие. И продукция? И вот и продукция, и люди работают. Более 400 человек здесь работает. Ну, глаз радуется просто. Ишимбай всегда был кустом там, такого серьезного машиностроения. Вот сегодня цель-то моего вот, посещения. Ну, вообще целей много. Во-первых, с людьми поговорить. Это же родина все-таки, как они себя здесь чувствуют. Ну и, конечно, посмотреть. У нас коллеги сегодня с Нижнего Тагила приехали. Мы проведем совещание по судьбе Витязя и как развиваться вообще в целом по машиностроению. Это основа основ вообще. Гордость? Гордость. У меня вот мы с коллегами договорились, у меня на следующей неделе встреча с министром промышленности Российской Федерации, поэтому вот тоже я специально приехал, может быть, что-то мы сможем помочь им и через федеральное руководство. Спасибо. Я специально завожу отсюда вас, потому что здесь начинается поток производства. Это та дополнительный пролет, который мы достроили. Сколько здесь работает? Всего на Инмане работает 470 человек. Технически нет? Технически нет. Потому что люди прям хотят, прям, вот я разговариваю, говорят, не можем попасть. Серьезно? Вот эта машина около €1 миллиона стоит. А что она делает? Это лазерные. Штамповка, да? Лазерная машина. Да, 25 металл толщиной режет. Радик Фаридович, вам понятно, что здесь происходит? Близко по духу? Нет, не очень. Близко по духу, но непонятно. Ну, интересно. Да, интересно. Вот даже обратите внимание на стеллажи. Я помню свой первый рабочий день на СТМе. Пришел, я был физически крепким, и мне мастер говорит, вот иди и чисти стеллажи. А там стеллажи тоже до небес, и старые огромные вот эти чушки лежали. Вот и этим занимался. К станку допустили только там через месяц. Но это были другие станки. А когда это было? В каком году? Это был 81 год. Едем дальше. Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета УГАТУ. До 1982 года в нем размещалась 11-я школа, в которой учился Ради Хабиров. Но попали туда мы не сразу. Мы работники бывшие, вот я пенсионерка, Захарчева Анастасия Анисимовна. Работала на чулочной ишимбайской фабрике. Вот. У нас здесь такая большая проблема с нашим общежитием. Вот оно, вот. Просим вас Губкина 14. тоже, как бы говорится, разобраться, потому что уже эти суды у нас идут, и затягиваются, все откладывают и откладывают. У меня ребенок инвалид, там малоимущие, одинокие женщины. Я понял. С 4 детьми живут. Понял. Кто 30 комнат хотя бы ушқа берділер дейді. Білегі дейді, ушқа берділер. Ну, потому что мына бұлар бізді ишетмей. Ол да ішті. Ишетмейлер алар. Ишетмейлер алар білігілер. Екі бала үстіне. Мы в судах за вас ходили, ходатайствовали везде. Мне государство помогать этмей. У меня вот 2 детей несовершеннолетних. Я прописан там, но мою комнату уже продали. Мою тоже продали. Ну, живу. А письма приходят, выселяйтесь, выкупаетесь. Вот подождите, давайте мы до конца судебные споры проведем, я буду за этим заниматься. Обещаю вам, вот, я не убегу никуда. С работы сократили из-за этих комнат. Я слышал об этом, но я не знал, что... Я думал, что там коммерческий спор идет. Нет, уже... Где-то вот эта комната бушхалшина. В свое время общежитие включили конкурсную массу, когда приватизировали. И суды идут, это когда коллективные предприятия образовывали еще. Вот, о выселении речь идет или что? Или как? Да. Тихо, я не глухой, я слышу. Значит, в ходе конкурсного производства конкурсную массу включили, и конкурсный управляющий продал это общежитие, комнаты в этих общежитиях продал. Сейчас люди там живут, да? Люди там живут. Там мы сейчас как бы судебные процессы возбудили, пытаемся полностью аннулировать саму сделку по тому, как это... В арбитражном суде? В арбитражном суде, да, в арбитражном суде. Так, мне тогда справку, и ко мне с этим подойдете.
Это же моя школа раньше была. Здесь сейчас у нас... Университет, филиал. У нас здесь направление технического профиля, то есть мы готовим специалистов для наших машиностроительных предприятий. Алюра Муратовна Софиуллина и Анвар Хуснулович Шангареев, преподаватель физики и начальной военной подготовки. Именно они учили Ради Хабирова в 80-х. И именно они сегодня встречают главу региона в стенах родной школы. Каждую книгу вы не меняете. Я такая же старая была, когда вы учились. Ну такая же бодрая прямо. А бодрая это да. Оптимист бодрый это мое. Анвар Хуснулович, он такой же? Он тоже такой же, да. Вот мы вас учимся не меняться. Вы выросли, да. а мы не немножко. А мы не рады. Фотография на память. Спасибо. Спасибо вам большое. Это вот лаборатория, где старший курс проходит. Технологии машиностроения, станки, инструменты, резание. Все здесь. А сколько всего студентов? 480 человек. 480. Да. На бюджете? Бюджет тоже есть, где-то около 90 человек. 90 человек на бюджете. Потребность в расширении мы сейчас чувствуем. Вот коллеги тоже подтвердят. Ребят стало больше. Мы запустили обучение. Стали принимать ребят после 9 класса. Нам лицензия позволяет. Колледж. Это колледжские группы, ага. да. И поэтому тесновато становится. Как бы есть несколько вариантов. Как нам расширить вот при поддержке Есть решение, у нас 21 училище здание стоит вот, напротив Дворца культуры. И хотели вообще-то... Их бы туда перевести, оно же... Перевести, конечно, да. Отремонтировать, перевести. А 21-е все? Да, они объединились с колледжем 76-м, и там колледж, они сейчас здесь занимаются, дети все. Напишите ваше видение, подойдете ко мне, мы посоветуемся вместе. Рафич, да? бывали здесь? Я уже ничего не помню. Конечно, бывал, бегал здесь. Вот здесь, по-моему, кабинет был химии. Да, он и есть. А вы когда здесь учились и чему? В школе, это с 1 по 10, со 2 по 10 класс. Ого. Здравствуйте. Колледжная группа, да, это вот как раз первый курс. А здесь что у них идет? Химия, лаборатория химии, как и была. Да, поэтому... Спасибо. Это тоже наш первый курс, наши бюджетники. Тоже при поддержке от Витязя. Как учитесь? Хорошо. Да еще рано говорить, у них сессии еще не было, но стараются. Ладно, хорошего дня, ребят. Спасибо. Ему нужно куда-то переводить. Нет, оно просто, оно маленькое. Вот если вы поедете в Октябрьский, посмотрите условия, в которых размещены студенты филиала нефтяного университета, который есть в Октябрьском, а эти города примерно сопоставимые, вы поймете, потому что шикарное, роскошное здание с современными спортивными сооружениями. Поэтому просто филиалу 36 лет, да, вы говорите? Да. Ну, конечно, надо об этом подумать. Мы переговорим с ректором и придумаем, что... Расширять именно. Расширять. Вопрос не в том, что оно плохое. Пусть оно будет как лабораторный корпус, но что-то такое представительное. Потом все-таки предприятия живут, работают, специалисты нужны. Так что надо делать. Надо делать большое. Спасибо. Очень были рады. До свидания. Спасибо. Спасибо, что До свидания. Всего хорошего. Дальше по плану рабочей поездки Ради Хабирова Ишимбайский роддом. Здание для него начали строить еще в 1951 году. В 60-х годов постройка, сделать ничего не можем, потому что это узкая предоперационная, маленькая операционная. И тем не менее ежегодно мы здесь делаем по 180-200 операций кесарево сечения. Это с июля этого года родильный дом запрещено делать плановое кесарево сечение, потому что мы не соответствуем. Наш уровень... А теперь маршрутизация, так и так она была. Ну, Уфа, республиканский перинатальный центр. Жители города, ну, кого-то можем говорить, большая часть хотят рожать в городе. Ну, конечно. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Вот наша глава. Мы так ждем на разговор. Давайте присядем. Можно? Конечно. Никто сегодня не родит. Можно я скажу? Представитесь. Не-не-не, кстати, приятно. Всех нас
беременных женщин, от женщин нашего города, района. Мы очень просим вас помочь нам построить новый, современный, с новой техникой роддом. Я вот сама недавно задумывалась, где, думаю, буду рожать. Вроде хочется для себя комфортные условия. Думаю, может, Стерлитамак, Салават. Но так как здесь у нас очень хороший персонал, вот одно только вот, очень прям доброжелательный, хороший. И поэтому буду рожать здесь. Ну, надеюсь, что за третьим, когда я пойду, она пойдет, да, что попаду уж в новый роддом. Да. И если вы нам такой подарок предоставите, да, мы вам и ученых, и строителей, потом будете только выбирать. Да. Спасибо большое. Ну, во-первых, я всем желаю, вот, чтобы вы были живы и здоровы, чтобы счастливо разродились и порадовали нас мальчишками, девчонками. Это очень здорово. И главное не болеть, чтобы все у вас хорошо было. Знаете, вот я сейчас говорил, тема вот Ишимбайского роддома, она, по-моему, самая такая больная. И они в Башкирии уже, по-моему, все мы знаем. Вот, как говорится, дай Всевышний нам сил, ну, чтобы мы были живы и здоровы. Прямо вот, слава Богу, что есть проект. Мы уже весной, вот вам торги надо провести быстро, ладно? Мы зимой, но летом начнем рыть уже. Вот только надо понять, вот тот проект, который вот Марк Саевич предлагает, или что, не обязательно же здесь. Здесь потом перефилируйте можно спокойно использовать. Сделаем хороший обязательно роддом в Ишимбае, пусть будет. Обязательно. Это как приятная новость. Ишимбай, в моем понимании, немножко тоже был как-то немножко забыт. Он многое сделал. Первая нефть, потом крупное машиностроение, потом как-то годы были неудачные. И немножко и у людей настроение портилось, и экономика падала. Вот мы обязательно сделаем. Я вот специально приехал. Но я не ждал, что такой у меня сюрприз приятный будет с вами пообщаться. Вот, очень приятно. Роддом будет. Наверное, это займет где-то года 2, наверное. Я тут с удивлением узнала, что вы родились все-таки не в роддоме? Нет. А мы же 64-го года рождения. Тогда в деревнях рождались мы. Да? Родились дома? Нет, да, в доме, в деревянном, у бабушки-повитухи, у нас в деревне Сарана вот была. Здравствуйте. Вот. И ногами вперед, это правда? И ногами вперед, это правда. Истина. Поэтому вы такой уникальный человек? Я простой человек. Маршрут меняется. Едем в Ишимбайский МФЦ. Еще недавно было много жалоб, что сдать или получить документы там сложно. Длинные очереди. У нас, так спокойная обстановка, вот, пожалуйста, даже на удивление. Вчера, конечно, был серьезный день у нас для работы. Ожидание сколько вот было? Вчера было 54 минуты. Очень много, да. А это с чем связано? Это декабрь, то есть это повышенная востребованность услуг Росреестра, плюс это период продления субсидий, пособий, как раз 15 числа. То есть что сделать? Может быть, окошки увеличить? Будем смотреть с динамикой. Если в январе сохранится такая же динамика, при том, что все окна уже работают, тогда уже будем поднимать вопрос по поводу увеличения количества окон. Это очень много. Но сейчас, на текущий момент у нас 23 минуты. Ну, вы знаете, мы решение по зарплате по повышению приняли. Мы уже почувствовали. Спасибо большое, да? Конечно. Ну, да. Отлично. Не скажу, что много, но... 9 человек, да, на сегодняшний день укомплектовали. Все уже, 16 человек полностью. Тогда, помните, мы говорили, у вас текучесть вообще была, говорите. Да, на текущий момент мы преодолели, то есть все формальности улаживаем. В понедельник выходит, точнее, с завтрашнего дня у нас полный штат уже работает. Вы тогда мне отдельно доложите, да. Мы будем смотреть. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Рафильевич, что надо сделать, чтобы очереди в МФЦ все-таки были меньше? Количество окон. Это раз, и квалифицированный персонал 2, который быстро работает. Ну вот пока вот стараемся, но пока, видите, час в очереди все-таки многовато. Это очень много. Ну, будем работать. Но видите, после все-таки наши сигналы доходят, после того, что я покритиковал, уже 9 человек набрали. Это важно. И зарплату подняли? И зарплату подняли. Они тоже уже, говорят, почувствовали. Акционерное общество «Витязь» основано в 1977 году. Это предприятие – следующий объект в рабочей поездке по Ишимбайскому району временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова. Немножко задержались, говорят, да? Ничего страшного. Но ничего, нас это не смущает. Если уж мы что решили, то мы это сделаем обязательно. Я тоже, да. Сейчас «Витязь» – один из мировых лидеров
Здесь производят гусеничные транспортеры. Машины уникальные, востребованы в гражданской и военной промышленности. 70% сегодня используется площадей, 30% это возможность для развития. Я вот сейчас думаю, может быть, по железнодорожной тематике посмотреть. Может, вы посмотрите чего-нибудь. А 2 смены работает, да? 1,5. А это что это? Лазерная резка. Вы не в этом цеху, но в другом работали? Да. Как было? С 7 утра за станком? Да, с 7 утра. Но первое время, поскольку я начинал учеником фрезеровщика, станок меня не допускали. Я проходил обучение, нас обучали. Кстати, была 3-месячная очень серьезная подготовка. Нас обучали, до сих пор помню, виды легированных сталей, виды обработки металла и так далее. Хорошо учили? Ну, я не скажу, честно говоря. Но к станку меня потом пустили. Я не скажу, что стал мастером массом или даже полноценным специалистом, но, по крайней мере, подойти к станку, включить его и сделать простейшую обработку изделия я смогу. Вот спрашивает, что делает. Я говорю, ну помимо того, что руководство встречает таким образом гостеприимно, позволяет свои технические возможности представить по прохождению трудных грунтов, то есть как бы сложных условий, которые находятся на земле. Уникальная машина, имеет прямой привод, который позволяет двигаться не только к передней, но и задней части. Поэтому считаем, что равных такой машине сегодня просто нет. Да, такого нигде нету, только на башкирской земле. Есть. Вот действительно мощь российской державы, вот я по-другому не скажу. На что они рассчитывают на вас, как на главу региона? На что вправе рассчитывать? Что нужно этому предприятию? Знаете, вот это предприятие все-таки носит такой федеральный масштаб. Оно входит в большой федеральный холдинг, поэтому это предприятие уровня внимания федерального центра. От нас любая поддержка во всех начинаниях. Все наши программы, они по линии Фонда развития промышленной республики Башкортостан. Все любые предложения в случае инвестиций по включению в приоритетно, соответственно, со всевозможными льготами, привилегиями, мы все это готовы им дать.